Что и нам расскажет? Ну, я расскажу, да. У моего мужа болезнь Бехтерева. На инвалидности, ему сразу дали вторую группу инвалидности, нерабочая, он уже больше 20, я даже не знаю, 24, наверное, года или сколько, но больше. И когда, даже не знаю, когда один раз утром он встал и проснулся, и вот он, знаете, у меня такое состояние было, когда я на него посмотрела, мне прям ужас. Чуть-чуть осталось. Я эти капсулы, в принципе, я видела рекламу несколько раз в интернете, уже, знаете, когда уже к врачам он не ходит, если еще первые годы он ложился в больницу и приезжал из больницы после лечения, да, и 2-3 дня, и у него потом лекарства отходят, у него опять начинались боли. Сначала он приезжал, я и так могу, такой довольный, знаете, как-то. А когда несколько раз полежал, и у него потом это все проходило, и через некоторое время опять возвращались боли, опять апатия, депрессия. В общем, к врачам он у меня не ходил, никакое лечение не принимал. Поделиться, нажать. И тут, может быть, такого, что вот какая-то там капсула, она вот настолько помогала. Он думал, ну, делать нечего, пусть будет. И первую капсулу я проводила испытание на себе. Потому что я не верила, я хоть и купила, я взяла в долг, и сначала заказала, я взяла в долг, но я не верила. Думаю, отравят, мало ли что там. И вот мужу мы проставили 5 уколов диклофенака, больше 5 ставить нельзя. Сделала себе. Шла на кухню. Что там прибирает, что настроение хорошее. Я живая. Песни пою, да? Да, песни пою. Думаю, ну ладно, можно дать. И вот он начал у меня принимать, и вы знаете, он у меня не верит. Он у меня принимает год и 3 месяца, он принимает без перерывов, но он говорит, у меня нет никаких результатов. Я себя чувствую точно так же. Все мужчины так говорят. И когда он, знаете, у меня даже фотографии, он даже не знает, что я фотографирую. Вот он просто сидит, допустим, на диване, смотрит телевизор, я сажусь на кресло, фотографирую его. И вот буквально недавно у нас была с ним годовщина совместной жизни, и вот он также, я не верю, да это нет, это все нет, я ему показала фотографию. В ответ тишина. Ну, видно было по его реакции, что он удивился. Он в шоке. Он говорит, я говорю, ты помнишь, каким ты был? Ты был вот таким вот. А сейчас начал по-другому. У него, знаете, у него появился смысл жизни. Он начал строить планы на будущее. Конечно. Он начал к чему-то стремиться. И это при том, что он не бросил курить у меня. Он воду пьет, он, вы знаете, как вот по напоминанию, там со скандалом иногда бывает. И я знаю, что я ему сказала, если бы не эти капсулы, тебя бы сейчас не было. Вот. Так что я до такой степени я благодарна вот этому. Я не знаю. Вот, люди услышьте, вот люди попробовали себя по внешние изменения. Выложила в Инстаграм результаты, очень сильно внешние изменения. По поводу того, что у меня рисовала белую розу. Хорошо. Посмотрим там полностью. Теперь у Зои слезы радости. Да, я рада. Радости, да, которую она вылечила почти что из того света своего мужа. Первый раз, когда она приходила на презентацию, помните, да? Год назад это было. Да, год назад она ко мне подходила, говорила, ответ собрался, поможет, не поможет. Но мы же не врачи, чтобы сказать, что это поможет, не поможет. Это такая же еда, такие же продукты. Мы же покупаем в магазине хлеб, капусту, картошку. Это же такая еда, выжимка от 70 и более продуктов, да, помещенные в эту капсулку. Вот употребив все вот эти капсулы, а он питал свои клетки вот этим питанием, да, и клетки, оздоровившись,
начал сам вылечивать, отталкивать эти болезни. Если вы знаете, болезнь Бехтерева, это коварная болезнь, тоже человек должен был быть только на гормональных препаратах. Это стволовые клетки у него были вообще бесполезные уже. Я его когда видела, да, я думаю, когда мы собрались в Усть-Алдан же, да, и барагонцы собрались, и Зоя нам говорит, что муж сможет нас повезти. Я тогда была в шоке. Как же человек, который собирался помирать, повезет нас в барагонцы? Сейчас, конечно, я говорю, да, вот рассказываю, да, мое первое удивление было на этого человека, который нас, сколько километров с Якутска до барагонцев? Далеко же, да? Мы, те же вот эти лидеры, с ним, с больным человеком поехал, он с нас музыкой повез и привез обратно. Да. И вот когда мы приехали, да, вот тогда уже с каждым днем я удивляюсь на его результат. Прилетели из Иркутска, он встретил свою Зою, я с ними поехал. Мое удивление было на его лицо. Он помолодел. Да, помолодел. Вообще, по его лицу даже не скажешь, что он больной. Вот этими клеточными питаниями вот, Зоя спасла своего мужа, берегла свою семью, и поэтому муж ее отпустил ее в Иркутск. Она ездила, потусовалась с нами в Иркутске, дальнейшего его здоровья, чтобы и он с нами с нашими, на нашу Академию успеха вместе. Надеюсь, он услышит. И хочу сказать, что при этом он же скептик, он же не верит вообще в это. Да, Зоя же говорит, я ему... Плацебо, да, вот говорят, плацебо, самовнушение, да нифига подобного. Ты же помнишь, рассказывала, я его делю и ставлю на блюдечко, просто оставляю, ухожу. Он с таким тоже... тоже боялся у тебя. И хорошо же, все хорошо же. Все хорошо. Зоя у нас цветет дальше и дальше. Тебе успехов, ему еще больших успехов по здоровью. Пусть дальше принимает наши заветные капсулки. Спасибо.